Более 22 тысяч нарушений федерального законодательства выявила прокуратура Коми за первое полугодие этого года. Об итогах работы надзорного ведомства на очередной коллегии отчитался ее руководитель Сергей Бажутов. Прокурор отметил как положительные моменты в сухой статистике цифр, особенно своего ведомства, так и слабые места в деятельности коллег и сотрудников смежных силовых структур. Евгений Ракин вкратце о некоторых из них. Нарушения в сфере ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья, защита прав детей, незаконный оборот наркотиков, экономическая преступность и безопасность на дорогах. В своем докладе Сергей Бажутов затронул перечень наиболее острых проблем. Из негативных тенденций – рост задолженности по зарплате. Сегодня она превышает 172 миллиона рублей. По данным ведомства, в должниках 48 предприятий как крупного, так и малого бизнеса и даже муниципальные учреждения. За это прокурор региона отчитал местных чиновников. Мол, те ограничиваются лишь формальными заседаниями межведомственных комиссий, не уделяя проблеме с задержками заработных плат должного внимания. Например, в МУП «Леткожилсервис» работники не получали зарплату из-за непогашения задолженности за оказанные коммунальные услуги бюджетными организациями Прилузского района. До вмешательства прокуратуры муниципалитет попыток решить эту проблему не предпринимал. Сейчас на территории республики 8 муниципальных предприятий имеют задолженность по заработной плате. Тему непростых экономических и политических условий, в которых сегодня живет наша страна, продолжил зампред регионального правительства Алексей Старцев. Вице-премьер обратил особое внимание прокуратуры на сферу налогового законодательства. Сегодня наблюдается значительное количество преступлений и нарушений в этой сфере. Имеются случаи вывода активов и случаи преднамеренных банкротств. Растет количество предприятий, имеющих задолженность по налогам. Наша совместная задача – сократить объем налоговых недоимок и обеспечить стабильное поступление в бюджет. Тем самым мы сможем гарантировать безусловное исполнение важнейших расходных обязательств, в том числе и социальных. От имени главы республики Старцев озвучил и ряд других приоритетов, которые стоят перед правоохранительными и контролирующими органами. Легализация трудовых отношений, борьба с коррупцией, надзор в сфере строительства, пассажирских перевозок, подготовки к отопительному сезону. Евгений Ракин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.